Здравствуйте, вы смотрите программу «Обсуждаем вместе», и я ее ведущая Ирина Караман. 28 лет назад, 23 декабря 1994 года, была образована Гагаузская автономия в составе Молдовы. В этот день парламент страны принял закон об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. И для каждого гагауза это истинный и самый настоящий праздник. Сегодня вспоминать те события мы будем с людьми, которые добились признания нашего региона. Сейчас с ними я вас и познакомлю. Это Михаил Киндигелян. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Михаил Киндигелян – одна из ключевых фигур становления гагаузской государственности. Сначала Гагаузской республики, а затем и Гагаузской автономии. Он был непосредственным участником событий 23 декабря. Также Михаил Васильевич первый председатель Верховного Совета Гагаузской республики. Еще один очень важный гость – это Леонид Федорович Добров. Здравствуйте, Леонид Федорович. Здравствуйте. Лидер АРКЛК, экс-мэр Камарата, а также патриот. И еще один наш гость, также патриот, Михаил Петрович Влах. Здравствуйте, Михаил Петрович. Я надеюсь, что Михаил Петрович Влах тоже в скором времени лидер какого-нибудь нового движения. Но об этом мы поговорим в другой программе. И сегодня мы переходим к тому знаменательному дню, 23 декабря 1994 года. И с этими воспоминаниями сейчас с нами поделятся непосредственно его участники. Михаил Васильевич, я первым передаю слово вам. До 23 декабря мы прошли очень сложный путь борьбы. Именно в эти годы, с 90 по 90, конец 92 года, фактически у власти в Республике Молдова были националисты, Народный фронт. Они возглавляли президиум Верховного Совета парламента Республики Молдова. Они возглавляли правительство тогда Молдовы. Но главная цель у них была тогда быстро, в течение года объединиться с Румынией. Но тут гагаузы и приднестровцы, можно сказать, им сильно помешали, потому что мы, гагаузы, хотели жить с молдавским народом, в молдавском государстве, но никогда и ни в коем случае в составе великой, как тогда назвали, Румынии. И первые годы мы, конечно, даже не думали, для нас была Гагаузская республика. Все, что мы тогда делали, вот эта борьба, весь народ подняли, ни поход волонтеров не мог сломить волю гагаузов, ни диверсии, ни экономическая и финансовая блокада со стороны Республики Молдова, нашей молодой республики. Но Гагаузская республика просуществовала почти 5 лет с соседним тогда, не очень дружелюбным государством, с Республикой Молдова. Гагаузская республика и Республика Молдова. Однако пришло время, когда и наши друзья, наши кровные братья Республики Турция и прогрессивные силы и Европейского Союза, и России, что нам надо соглашаться на автономию в составе Республики Молдова. Но тогда эти силы, о которых я говорил, которые 2 года были у руководства Молдовы, унионисты, они развязали братоубийственную войну на Днестре против тоже молодой Приднестровской республики. Но эту войну Молдова проиграла. Когда они увидели, что военным путем не победить
Приднестровье, да и никто не позволит пойти войной и на Гагаузию, потому что народ был един, и неизвестен был бы итог этого нового, допустим, похода. А цель была вначале военным путем ликвидировать Приднестровье, а потом взяться за Гагаузскую республику. Тогда руководство, лично тогда президент Мирча Снегур обратился к нам, и была встреча с ним в Бараганах. Я с ним встречался. Там мы с глазу на глаз обсудили полностью всю ситуацию. И вот он там и предложил нам создать комиссию, и они создадут комиссию, чтобы разработать взаимоприемлемый документ, проект закона о приобретении автономии в составе Республики Молдова. Тогда же мы собрались, и Президиум Верховного Совета, и президент Степан Михайлович Топал, и обсудили этот вопрос. Положение было очень тяжелое, потому что связи прервались с Российской Федерацией, и даже те колхозы, которые посылали продукцию туда, образовывались однодневные фермы, которые получали продукцию и исчезали на второй день. И никаких средств, и люди обеднели и так далее. И мы согласились пойти на переговоры, политические переговоры с Республикой Молдова. И вот эти переговоры тоже с 1992 года до 8 декабря 1994 года вот велись переговоры. Комиссии были образованы в начале еще в парламенте Молдовы были унионисты, когда закон, все-таки один закон, Гагаузири, так называемый закон, был туда представлен на утверждение, но мы понимали, что они не примут. Даже не приняли тот закон, он был чуть усеченнее, чем потом следующий закон, который разрабатывал. И даже тот закон унионисты не приняли. Нужны были перемены. Эти перемены произошли, когда досрочные выборы в парламент были проведены, и на этих выборах победили, хотя Гагаузская республика отказывалась, не должна была участвовать, но к нам приехал лично Снегур и премьер-министр Сангели, и они выступали в Доме культуры и убедили руководство, чтобы открыть здесь участки по выборам в парламент Республики Молдова. И вот тогда победила аграрно-демократическая партия и социалисты в блоке «Унитат единство», блок. Гагаузы проголосовали за социалистов и за «Унитаты», где-то 78% за них. Но пришли новые силы, новые люди, новые депутаты, и вот тогда и было решено. Республика Молдова создает свою комиссию, возглавил эту комиссию Унгуряну Иван, а мы создаем свою комиссию. На 6-м съезде депутатов всех уровней, а все вопросы мы выносили на съезд депутатов всех уровней, потому что решалась судьба автономии. И не могли только, допустим, президентская власть, наша парламентская решать эти вопросы. И был разработан закон об особом правовом статусе Гагаузии, в скобочках Гагаузии. И на основе этого закона комиссия стала
работать. Заседали то в Кишиневе, то в Камрате. Вот почти 2 года эта комиссия. После каждого заседания Петр Ильич Бузаджи, он был руководителем назначен комиссии от Гагаузской республики, они всегда приходили и докладывали президенту и президиуму Верховного Совета, как идут дела, какие вопросы требуют доработки. И окончательный вариант, когда нужно было уже выносить на парламентские слушания, оставалась только преамбула, потому что там молдавская сторона исключала слово «народ», гагаузский народ. Этническая группа. А мы только гагаузы – это народ. Но я не говорю о том, что и европейские чиновники, приезжающие, и Молдова, они нам предлагали культурную автономию. Особенно европейские чиновники. Потому что там нет примера политической территориальной автономии вот в составе европейских государств. А культурных автономий у них там полно. Культурные автономии не имели права образовывать национально-территориальные образования в составе государства. Поэтому там должно было быть народ. Второе, вопрос о том, в случае утраты Республикой Молдова своей независимости или статуса, мы имеем право на внешнее самоопределение. Комиссия и этот вопрос не смогла. В общем, преамбулу и первую и вторую статью вот этого закона. Поэтому мы собрались, Лучинский, Снегур, я и Бузаджи, вчетвером, вот согласовывать эти вопросы. Даже Снегур пошутил, когда мы не так сели, он: Степан Михайлович, садитесь напротив, чтобы было президент напротив президента, председатель парламента напротив президента парламента Гагаузской, потому что мы сидели, они с одной стороны, мы с другой стороны. Ну и мы все-таки настояли на том, я Степану Михайловичу говорю: Степан Михайлович, дайте я буду с ними спорить. Ну и доспорились до того, что Снегур вынужден был согласиться вот с этими статьями и с положением, что народ в преамбуле гагаузский. Убедили вы. Народ, да, убедили. И далее этот проект дали в апреле месяце парламенту Республики Молдова. Ну а в первом чтении они в июне месяце, я не помню, 23-го, где-то, в июне месяце только, почти через месяц приступили к рассмотрению. То есть затягивали каждый раз. Но проходит время, месяц, второй, третий, пятый месяц, а они не рассматривают во втором чтении. Они там в первом только чтении приняли, и все. А в это время средства массовой информации опять клевету на руководителей, на гагаузов, на батальон Буджак, провокации в Вулканештак, там, где погибли наши, Кирези Миша, погиб там наши служащие батальона Буджак. Вот к некоторым домой приходили. Да, чтобы внутри здесь нарушить нашу жизнь гагаузов, тогда пришлось нам, Степан Михайлович, я поехал, Бузаджи, Петр, Дургуджи, поехали, встретились со Снегуром и предупредили его: Мирча Иванович, если закон этот во втором чтении вот не будет рассматриваться, а это было перед 23-м, то мы выйдем
из переговорного процесса ввиду недоговороспособности Двух сторон. Республики Молдова. Снимем вопрос с обсуждения и будем дальше развивать структуры Гагаузской республики. Тогда он пообещал, что лично выступит перед депутатами, то, что он и сделал, выступил и сказал, если вы не примете закон этот об особом правовом статусе, то я указом, да, этот закон указом, ну, как Кравчук Крымскую республику, тоже указом своим объявлю. Ну и действительно опомнились депутаты, включили в повестку 23 декабря этот вопрос рассматривать. Но до этого было заседание комиссии, там обсуждения, споры и так далее, что включать, что не включать. И здесь нам обещали и Лучинский, и Снегур, что они этот закон поставят на голосование, не откроют дискуссию по статьям. Но Лучинский не будет Лучинским, он поставил на постатейное обсуждение. И мы сидели там тоже, но все на молдавском, то внести изменения какое? Лавот. Мы не успеваем. Что снимается? И путем постатейного обсуждения урезали очень многие положения, которые бы сегодня нас поставили бы на иной уровень. Вот я вкратце обрисовал, как это, но 2 года вот эти комиссии мы с ними регулировали. Так вот, это политическое соглашение было между Республикой Молдова и Гагаузской республикой о том, чтобы жить в составе Республики Молдова как автономное образование. Я еще одно забыл сказать, что прежде чем мы этот вопрос соглашения на автономию, мы провели всенародный референдум в марте 92-го или 93-го. Наверное, 3-го. Мы поставили на референдум. Вы за то, чтобы Гагаузская республика вошла в состав Республики Молдова как национально-территориальное образование. И основная масса народа проголосовали за это. Поэтому мы и пошли вот на этот шаг. Мы – это руководство Гагаузской республики. Вы пошли вслед за своим народом. Большое спасибо, Михаил Васильевич. Это на самом деле очень ценные воспоминания. Леонид Федорович, я уверена, что и вы тоже сейчас в красках вспомните те дни. И Я хочу хоть и начать... прошло 28 лет назад, вы, я знаю, помните все это. Я хочу начать с 2022 года, когда президент Украины был объявлен человеком года. Да. За что? За то, что он мужественно отстаивает в военных действиях территориальную целостность Украины. При этом на сегодняшний день, в течение около года, как с одной, так и с другой стороны, погибло не менее 250-300 тысяч человек. И при этом Зеленский объявлен человеком года в США. Возвращаемся обратно. 1995 год. Мирча Иванович Снегур объявляется человеком года, опять же, там же, в Америке, за то, что в 1994 году при его руководстве президентом мирным путем был решен межнациональный конфликт между центром и гагаузским народом. Вот эти 2 человека года
разница между ними в тысячах убитых и неубитых. Разница только вот в этом. Но Америка одинаково объявляет человеком года и тех, кто способствует гибели людей, и тех, кто предотвращает. То есть, как бы у них, у американцев, наверное, нет предела. Минус, плюс. Я свою политическую деятельность начал в 1982 году, когда многие нынешние уже как бы известные политические деятели, они не были вовлечены в политику, включая Михаила Васильевича. Я тогда в 1982 году, в январе месяце, впервые написал письмо и отправил на имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, где я указал, что на юге Молдовы, часть районов Одесской области проживают гагаузы, их столько-то, около 200 тысяч. Но они до сих пор не изучают свой родной язык, у них нет своего телевидения на родном языке, нет газеты, нет профессионального ансамбля песни, танцы и так далее. И мое обращение было к Брежневу, к Кремлю, руководству Кремля, просьба ввести эти культурные мероприятия для маленького народа. Кремль услышал мои просьбы, отправил это письмо в Кишинев, в КГБ, и КГБ начали наезжать на меня, приглашать первым секретарем райкома партии Табочник тогда был Георгий Дмитриевич, представителем КГБ был Молла Георгий Ильич, здравствующий, ныне здравствующий, желаю им здоровья. С тех пор около 3 лет мне пришлось как бы выживать между тюрьмой и свободой. 3 года я собирал подписи среди населения, поднимал самосознание людей, доводил до граждан о том, что было бы неплохо, чтобы и гагаузы изучали бы свой родной язык в школе, а может быть даже и автономию, чтобы получили бы. Ну, в 1985 году, после нескольких предупреждений со стороны сотрудников КГБ, они все-таки решили меня упрятать за решетку. Все мои друзья, которые рядом со мной были, они притихли, так как, если бы они не притихли, их точно так же посадили бы. В 1988 год мне удается совершать побег из тюрьмы. В 1989 году состоится реабилитация, уже начался оттепель. Я приезжаю в Камрад и впервые выступаю на митинге, это был август месяц, 11 августа, кажется, выступаю на митинге и впервые объявляю о создании политической партии «Аркалка». До этого я слышал, что активная часть гагаузского народа уже сформировала народное движение «Гагаузскалка». Мне предлагали тоже влиться туда. Но я, посмотрев за действиями его лидеров, а лидером тогда числится Степан Степанович Булгар, я понял, что они к победе вряд ли приведут с такими соглашательскими, полусоглашательскими своими действиями. Поэтому мне пришлось объявить о создании независимой политической партии «Аркалык» с целями, ближайшие цели, далекие цели и так далее. Естественно, это не понравилось очень многим, которые тогда поддерживали Гагаузскалка, включая Михаила Васильевича, который также вот тот же день выступил и немножко меня почесал, что мы против радикальных экстремистских действий. И это было началом, я вам скажу, очень интересных будущих движений. В Кишиневе стали наблюдать, как якобы начинается раскол в движении Гагаузскалка. Это мы здесь, внутри шо-шо-шо. А на микрофон, на аудитории мы выходили. Я выходил, критиковал Кендигеляна, Топала, Мароневича. Вы неправильно идете, вы слишком соглашательски. Они выходили, а у нас есть программа движения Гагаузскалка. И таким образом мы двигались. Двинулись до 12 ноября 1989 года. Вместе договорились, что будем провозглашать ГССР в составе МССР. В
Вместе договорились, что избираем временный комитет содействия гагаузской автономии. Договорились. В тот день, 12 ноября, не смогли избрать, потому что было противодействие со стороны некоторых халкистов. Но мы тогда перенесли на 5 декабря, кажется, или 1 декабря. Кажется, 5 декабря. В результате временный комитет все-таки был избран. И началось формирование параллельных структур власти. Это был 89 год. 90-й год. Так как мы замечаем, проходит время, мы замечаем, что наш самопоразглашенный ГССР состав МССР центральными властями не признается, игнорируется напрочь. Мы опять же экстремисты в лице Аркалыка и умеренные в лице Гагаузскалка, лидером которых реально уже становятся уже другие люди в лице Михаила Васильевича, Степана Михайловича, потому что Степан Булгар на тот момент уже полностью забросил это дело, уехал в Кишинев и больше не вмешивался в политику Булгар. И вот мы делаем попытку показать еще один кукиш Кишинева. 19 августа собираемся и провозглашаем независимую от Молдовы Гагаузскую республику. Это была бомба. Конечно, это была бомба. Наконец, нас средства массовой информации Советского Союза услышали, и все начали публиковать. До этого нас практически не печатали центральные средства массовой информации Москвы. Наконец, нас услышали после 19 августа. Естественно, ситуация накалилась. Через 20 дней, 11 сентября, меня арестовывают. После этого ареста уже накаляется ситуация в Камрате, в Гагаузии. Выставляются посты. То есть это уже следующий шаг в отстаивании провозглашенной Гагаузской республики. Кишинев вынужден под давлением уже Камрата, вынужден меня выпустить на свободу 20 октября с той цели, не даст соврать Михаил Васильевич, что мы отпускаем Доброва, а вы отменяете объявленные выборы Верховного Совета Гагаузской Республики или отодвигаете их на более поздний срок. Как бы вы тогда договаривались с центральными властями. И меня выпускают с этой целью, но договор, после того, как они приехали на следующий день договариваться еще раз, Хадырков был во главе, мы вот здесь напротив сидели в зале и не смогли договориться. Они встали и сказали: пусть будет как будет, война так война. Они уехали в Кишинев 21 числа, и 25 числа премьер-министр Мирча Друг объявляет операцию «Юг». 50 тысяч волонтеров наезжают на Гагаузию, полностью окружают Гагаузию кольцом. Мы выставляем во всех населенных пунктах, выставляем посты, свои посты. Весь народ, взрослое население мужское, выходит на посты. Женщины сидят дома или подходят к райисполкому, к зданию райисполкома, где мы митингуем. Я постоянно у микрофона. И в течение недели сначала к нам на помощь приезжают приднестровцы, около 100 машин. Далее 4000. Далее к нам уже по договоренности между сторонами Кишинева и Камратом вводятся войска МВД СССР во главе с генералом Зайцевым. И в результате этот конфликт практически мирным путем был локализован, если не считать убийство Шкембиджи в Вулканешском районе. Тракторист, который пахал землю, там оказались случайно волонтеры, спросили у него что-то, он ответил на гагаузском языке, тем не понравилось, что он гагауз, и начали его избивать, и человека убили. То есть это была первая, единственная жертва на тот период. И что дальше? Это был 90-й год, конец 90-го года. Дальше наша делегация едет в Москву, в Кремль, встречается с президентом СССР Горбачевым,
Мы с Михаилом Васильевичем скромно не захотели выехать туда по одной простой причине. Там в Москве знали, что и он экстремист, и я экстремист. И вряд ли открыли бы нам дверь в Кремле. Поэтому туда выехали более умеренные. Таушамджи, Каракаш, из наших Смирнов и кто-то из этих. 91 год. Выборы в местные органы власти. Мы все становимся депутатами райисполкома, горсовета, мы все становимся депутатами. Первая сессия, и мы проигрываем. Опять возвращается обратно Волков, Виктор Николаевич и все его заместители. Что делать надо, Михаил Васильевич? Объявить голодовку. Долой мафию. Кто ее объявил? Никто не понимает. Ну, я, естественно. Тот, кто имел опыт голодовки. В течение 10 дней все уходят в отставку. И впервые к власти приходят наши, уже на тот момент назвались неформальными лидерами. Топалкин, Гелян, Мариневич и так далее. А в этот день, уже через 10 дней, когда уходит старая власть, к власти приходят уже наши, которые из неформалов превращаются в формально. Степан Михайлович занимает пост председателя райсовета, Михаил Васильевич занимает пост заместителя председателя райсовета, Стаматов Георгий Михайлович, секретарь и так далее. В результате чего все наши усилия, которые были до сих пор концентрированы и очень много впустую делалось, именно после вот этого избрания наших людей во власть, ситуация резко сдвинулась. Двинулась в том плане, что мы уже, находясь у власти, наши люди, находясь у власти, мы могли реально влиять на изменение хода событий и в переговорном процессе с Кишиневым, и с нашим населением. В результате чего? В 1991 году, в апреле месяце, мы с Таушамджи совершенно неожиданно предлагаем первоначальный проект автономное территориальное образование Гагаузии в составе Молдовы. Что мы получаем из-за этого, Михаил Васильевич? Предатели, провокаторы продались. Правильно, и это было правильно. На тот момент, когда уже Гагаузская республика, когда наши люди у власти, и вдруг в составе Молдовы какая-то автономия. Вы что, ребята? А вообще... Такое не бывает, мы уже сильные, нас уже весь мир признал. Но это еще не все было. Проходит несколько месяцев. Путч в Москве 19 августа, надо же, совпадение. Мы 19 августа 90 года провозглашаем независимость. Ровно через год, 19 августа 91 год, в Москве начинается путч. Православный день преображения. Преображение Господне. То есть мы преобразились в 90 году, 19 августа, и Россия преобразилась в 91 году. Провозглашая, и 24 августа в Киеве собирается депутатов, провозглашает свою независимость. Нас приглашает Мирча Снегр, Таушамджи, и говорит, вот мы 27 числа собираемся, ну, провозгласить тоже независимость, как Украина. Ваши депутаты как там? Будут поддерживать, не будут? Ну, мы сказали, что лично, что касается Таушамджи, мы отвечаем как бы за себя. Он поддержит, а остальные мы будем говорить с ними. В результате 5 депутатов, которые появились 27 числа на день провозглашения, в тот день, когда была подписана декларация независимости, все 5 гагаузских депутатов поддержали декларацию, проголосовали. И после вот этого мероприятия я там выступал уже как редактор газеты «Гагаузия-Ре». До этого я успел учредить газету «Гагаузия-Ре» под названием «Гагаузия-Ре», чтобы помочь нашему населению свыкнуться с этой идеей, что слово «Гагаузия-Ре» имеет право на существование. Я хожу и беру интервью у всех первых лиц Молдовы. Снегуру подхожу. Мирча Иванович, сегодня провозглашаю независимость Молдовы. Как вы видите ваши взаимоотношения с Гагаузской республикой?
Он ответил: я вижу ее в форме того проекта, который вы, Ставшимджи, предложили, в форме Гагаузии, автономии в составе Молдовы. Подхожу к Хадырке, только культурная автономия. Подхожу к Арсении, только культурная автономия. Подхожу к Георгию Гимпу, старшему брату Михаила Гимпу, он уже покойный. И Георгий Гимпу говорит: полностью поддерживаю ваш проект Гагаузии. Тот Георгий Гимпу, который 6 лет отсидел в тюрьмах за политику, за молдавский национализм, он поддержал. А Михаил Гимпо был далек. И он и сейчас такой же. У меня все. Леонид Федорович, пока вы говорили, я тут посчитала, вы сказали, что идея автономии пришла к вам в 1982 году, на тот момент вам было 28 лет. 27. Вот, ну, возможно, так, плюс-минус 27, у вас день рождения в декабре, значит... 28-й шел. Ну вот видите, поэтому все-таки цифра 28, которая сегодня исполняется столько же лет и нашей гагаузской автономии, я нахожу здесь параллели, думаю, что все-таки сегодняшние власти подумают и заметят здесь какой-то очень важный посыл, что именно эта цифра принесет нашей автономии всеобщую известность. Может принести, а я уверена, что принесет. И еще на самом деле сегодняшняя программа является уникальной, потому что, как сказал до записи программы Леонид Федорович Добров, за этим столом сидят умеренные экстремисты, это Михаил Васильевич Кендигелян, радикальный экстремист, это сам Леонид Федорович Добров, и современный экстремист, это слова Леонида Федоровича Доброва, Михаил Петрович Влах. И ему сейчас мы передадим слово, ведь именно он сейчас нам расскажет, кто конкретно их так охарактеризовал. Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые аксакалы. На самом деле мы находимся в преддверии дня рождения гагаузской автономии 23 декабря 1994 года. Гагаузский народ приобрел свою государственность в виде автономии. Я был совсем маленьким, совсем юным, но мой родной дядя, как сказал до этого и Михаил Васильевич, и Леонид Федорович, тоже был рядом с ними в Гагаузхалке, это Дмитрий Степанович Бабарайка. Также у нас были связи с семьей Добровых и как бы тоже родственные, близкие. И я помню очень так отчетливо, потому что были мы ребятами такими тоже шумными, харизматичными. И вот эти вот события мы помним. Развал Союза, мы помним вот эти вот все восстания, площади. И сегодня мне на протяжении многих лет все понятно и ясно, поскольку в последние годы я общаюсь со всеми отцами-основателями создания государственности гагаузского народа, Гагаузской республики, Гагаузской автономии. И мне четко понятно, что если бы нам бы вот удостоилась бы такая честь создавать государство гагаузов, я думаю, мы провалили бы эту операцию. Хочу посмотреть на камеру и сказать, что сегодня, к сожалению, либо молодежь не та, либо люди все заняты совсем другими делами, но тогда это были люди-романтики, это были люди-энтузиасты. Мне очень приятно, что мне удостоилось общаться и со Степаном Михайловичем, с нашим президентом, и с Михаилом Васильевичем, который здравствует рядом с нами. Я его называю вожаком нашей стаи гагаузской. Пусть он и умеренный экстремист, но такие, как волки, как Леонид Добров, аркалыки. Нужно было обязательно такие вот умеренные учителя, как Михаил Васильевич Кендигелян, чтобы не ломать дров. Вот тогда очень, и Леонид Федорович об этом сказал, очень они, ни Кишинев, ни весь западный мир, ни бывший Советский Союз, Россия, которая занималась своими проблемами, даже не могли понять, что Аркалык, Гагауз, Халкы лидеры, потому что те лидеры, которые нужно было, уехали в Кишинев, продолжали свою творческую деятельность, как бы художественную, письменную, а те люди, которые приняли решения, такие как Кендигелян и Топал, продолжили путь вперед. Нужны были такие, как Леонид Добров,
Потому что только в паре можно было вот в этом союзе создать государственность. Это мое личное мнение. Я изучаю, мне часто спрашивают, как ты можешь находить общий язык и с Киндигеляном, и с Добровым. Ну, постоянно люди видят меня в обществе Киндигеляна, Доброва, вот они же постоянно ссорятся. Вот мы сегодня находимся на передаче, и мы видим, что это очередной фейк, что Киндигелян и Добров ссорятся. Вот, пожалуйста. И до записи программы мы отлично, мирно беседовали. Это говорит тонкость нашей гагаузской политики, что мы на самом деле с центральной властью постоянно могли довести то, что нужно было нам довести. Сегодня, к сожалению, наши гагаузские политики вот эти вот тонкости, вот эти вот мудрые политические действия отодвинули на задний план. И вот сегодня 28 лет мы должны констатировать какие-то факты, что мы добились того. Вот Михаил Васильевич в своем кратком выступлении достаточно подробно, детально разъяснил, как трансформировалась Гагаузская республика с референдумом в гагаузскую автономию. Я думаю, что не только жители гагаузской автономии, молодое поколение должны помнить, но те, кто и нас сегодня просматривает, мониторят специальные службы, парламент, правительство и даже президент Майя Григорьевна должны четко помнить, как рождалась гагаузская автономия. Мы не пришлые, мы не приезжие, мы здесь, и мы не нацменьшинство. И Михаил Васильевич сказал, что четко президенты с президентами и председатели парламента с председателем парламентов утверждали эти вещи, эти моменты, что мы народ малочисленный, но мы народ Гагаузии. И когда Сулейман Демирель, покойный 9-й президент, приезжал к своему коллеге Мирче Снегуру, он говорил «Бянгидерим гюней тарафна халка, Гагауз халке». Он говорил, что он едет своим братьям, собратьям, гагаузскому народу. Он не говорил, что там какие-то там отчепенцы или еще кто-то, какое-то нацменьшинство. Поэтому я глубоко и искренне благодарен нашим отцам-основателям, что в такой борьбе, начиная от письма, обычного письма Леонида Доброва к генсеку Брежневу, что мы хотим изучать наш язык, как когда-то еще Сталин там разрешили, потом отменили, чтобы изучать гагаузский язык. И вот это вот плавное «хочу изучать язык и хочу иметь маленькую автономию» превратилось в то, что гагаузы, как Михаил Васильевич часто говорит об этом, после 700 лет, более 700 лет государственности, которая была у гагаузов, и она была утрачена, мы наконец-то на развалинах вот этого большого Советского Союза все же получили свою государственность, потому что тогда Ельцин кричал: берите сколько хотите государственности, суверенитета и так далее. Но когда Ельцин это сказал, как сказал Добров, это уже государственность была готова. И первые, уважаемые друзья, именно гагаузы провозгласили республику. Первые именно гагаузы на весь мир сказали о своих притязаниях к своей государственности. Это вот наши многоуважаемые аксакалы, отцы-основатели, которые тогда шаг за шагом, Гагаус Халкы имело движение порядка 10-12 тысяч своих членов, и Аркалык, который имел порядка 40 или 50, но ярых таких аркалыковцев по всей Гагаузии. Но в Аркалык еще входил Милет Санжисы, там они сотрудничали, и другие тоже национал-патриотические организации, которые потом влились, и тот же Ватан, влились, и Гагаус Халкы двигало это вот большое движение. Мы получили государственность, мы получили автономию, но мы потеряли и Гагаус Халкы, потому что трансформировалось Михаил Васильевич, это надо было все сохранить, эти движения. Аркалык продолжал свою деятельность, но, как говорится, тоже, когда почувствовали, что получили гагаузири, получили автономию, ну, мягко говоря, разрешили вот той власти, чтобы они себя чуть-чуть почувствовали тоже вот хозяевами на этой территории гагаузской. Леонид Федорович распустил в Бараганском лесу свою партию. Да, так я об этом и говорю, что чуть-чуть и Гагаус Халкы распустилась. И надо сегодня признавать эти вещи. И Аркалык, потому что где-то они тогда победили эту борьбу
перед Кишиневым. И Кишинев, могучий Кишинев, как говорится, пошел на условия Гагаузии, потому что вы же понимаете, что если бы Гагаузии не было бы, то и Молдавии, я думаю, что 100%. сегодня бы вообще не существовало. Это критики, эксперты, так сказать, названные, все говорят, гагаузы много на себя берут. Но Михаил Васильевич четко сказал в своем начале выступления, что именно тогда была опасность. Фронтисты пришли к власти, и у них была цель, они об этом не стеснялись говорить, в течение года привести Молдавию в объединение Великой Румынии. И вот этот маленький гагаузский народ, как говорят некоторые гагаузы, тё küçük balıcak, düştü o büyük bala, da tebriti gırtlana, da onlar savaştılar tıkanma. Da deni tıkanmasınlar, onlar fırlattılar o küçücük balıcağı da diyorlar, hadi beraber gidelim ama siz tavalasınız yanımızda. Вот приблизительно что-то я хотел бы Михаил сказать. Петрович, я хочу вас перебить, но вот эта маленькая рыбка имеет свойство расти, и когда в следующий раз они захотят опять снова так поступить, возможно, просто даже и не смогут. Вот я вот маленькое свое краткое выступление в этой передаче как раз хотел об этом сказать. Я думаю, что не случайно сегодня вы, Ирина, пригласили таких высоких гостей, и я тоже нахожусь среди вас, потому что я считаю, мое мнение, что пришло время круглых столов, умеренных радикалов и национал-патриотических радикалов собираться за круглыми столами. Молодежь не только в моем лице, а и в лице и ваша, Ирина, и все, кто нас будут слушать. Если мы хотим сохранить то, что для нас сделали наши отцы-основатели, мы должны сейчас не шутить, как говорит вице-председатель парламента гагаузского Лейчу, мы, может быть, будем бойкотировать, или мы, может быть, не будем бойкотировать, или мы вот делаем съезд, и мы чуть-чуть его отодвинем, а мы должны уже раз кодекса выборов нас отфутболили, раз деконцентрированные службы и налоговую службу, и многие-многие позиции нас постоянно забалтывают. Любая партия, которая приходит к власти, вот Михаил Васильевич говорит, мы согласились, и мы в 90-е годы пошли. Вроде бы мы пошли, дали им такой шанс, этих националистов, унионистов убрали, пришли, то есть умеренные как бы политики, грамотные в лице Лучинского, в лице других, и опять обманывали Гагаузию. С первых дней ватат на молдавском поставили, расчехлили сразу с первых дней вот тот закон об особом правовом статусе, который наша сторона согласительной комиссии поставила, унизили, но самое интересное другое, что они с первых дней, когда премьер-министру сказали, чтобы утвердить это, и они правительству дали какое-то время, месяц, да, месяц. Михаил Васильевич? И вот до сегодняшнего дня этот месяц так еще и не состоялся. Не прошло месяца. Не прошло еще месяца. Так вот, уважаемые друзья, начиная с того времени и до сегодняшнего, Кишинев постоянно хотел забалтывать гагаузский народ, хотел лидеров наших постоянно красивыми словами говорить, что они красивые, они лучшие и что они все дадут. Более того, даже и с Михаилом Васильевичем, и с другими лидерами подписывали определенные бумаги, что вот мы все вам отдадим, все вам вернем. И это был обман, и постоянно нас обманывала. Центральная кишиневская власть постоянно нас обманывала. Я думаю, сегодня пришло время. Я честно вам хочу сказать, что я не верю кишиневской власти, ни одной власти, которая была до сих пор. С 2009 года, когда мы с Леонидом Добровым, когда он возобновил этот Аркалык, когда я чаще начал заходить в дискуссионные клубы, и там мне сказали, что можно в клуб заходить только зная гагаузский язык, и мне пришлось с ломаного гагаузского языка перейти к нормальному гагаузскому языку, который знали мои родители, мои бабушки. И я понял одно, что на самом деле назревает то время, и в 2014 году мы показали 2 февраля гагаузы, весь гагаузский народ, что мы можем объединяться, мы можем в критический момент, весь гагаузский народ объединяться 2 февраля 2014 года мы показали всему миру, и в первую очередь благодаря Босеску господину и тому же Михаилу Гимпу, недалекому от брата Георгия, что когда они говорили «Унирия, Унирия, Румыния, Румыния», гагаузский народ почувствовал, сплотился, и мы выдали вот этот референдум. Сегодня я думаю, что пришло такое же время.
И не зря 2 сентября не было съезда депутатов всех уровней и всех созывов, дабы не дразнить гусей, как сказал один из наших основателей, чуть-чуть давайте, Михаил Васильевич, давайте чуть-чуть дадим им еще пару шансов, давайте продлим это удовольствие и перенесем съезд депутатов всех уровней, всех созывов. Это сказали Константинову и сказали Влах госпоже Башкану, отцы-основатели. Давайте перенесем чуть-чуть попозже. Я вот думаю, что как раз вот эта дата перенесенная, мы хотели Кишинев опять проверить, что будет с кодексом о выборах, что будет дальше совсем. Но мы видим, что Кишиневу сейчас нужен холодный душ. И вот холодный душ, я уверен, что и власть Гагаузии в лице исполкома и Народного собрания, общественности в преддверии нашего праздника должны сказать, что на уровне парламента, на уровне правительства гагаузского общественность должны принять для себя решение, чтобы все, на мой взгляд, аккредитованные дипмиссии, а в первую очередь США и Евросоюз, чтобы услышали, что мы не хотим участвовать не просто в выборах в парламент или в президенты, а мы вообще должны остановить согласительную комиссию, выйти с этой согласительной комиссии. Что нам там в этой согласительной комиссии обсуждать памятники и так далее? Нам надо выйти со всех позиций и гагаузский народ сплотить и готовить к какому-то, может быть, новому референдуму о выходе из состава Республики Молдова. Почему бы нет? Заявить об этом, сказать об этом. Вот в преддверии 23 декабря сказать об этом, что ну не получается у нас жить в одном доме, в одной семье. И причем мы не говорим это, что мы против молдавского народа. Мы прекрасно на нашем бытовом уровне с молдавским народом живем. Но руководство сегодняшнее, оно четко заявило позиции об объединении с Румынией. Когда говорит Гросу, что нам надо убрать границы от территории Румынии, когда говорят некие Юры Чоканы и все остальные эксперты, что пришло время объединяться с Румынией, может быть и нам, господин Добров, пришло время опять сказать, что мы возвращаемся к Гагаузской республике, Михаил Васильевич. Может быть, на самом деле молодежь, мы, Михаил Влах, в лице неумеренных современных экстремистов собраться, решить на круглых столах, подготовиться к съезду и, может быть, попросить у съезда, у всех депутатов, всех уровней, всех созывов проконсультироваться с народом и, может быть, какую-то дату обозначить референдума и что-то будем делать. У меня вот так, Ирина. К этому празднику мы, наверное, должны подойти так, потому что это не праздник, на мой взгляд. Это вообще не праздник. Мне кажется, это траур какой-то, если мы не можем даже ветеранов наших гагаузских элементарно. Сегодня мы смотрим в сторону Кишинева, можем мы этот закон о ветеранах принять или не можем. Можем мы улицу президента Топола сделать или не можем. Мы все время смотрим на Кишинев, как они подумают. Хватит, наверное, уже. И мне, кстати, очень интересен тот факт, Леонид Федорович, вы сказали, что тракторист погиб. Человек ответил истинно патриотически на своей территории, на гагаузском языке. Интересно, вручена ли ему какая-либо медаль или хотя бы благодарственное письмо, может быть, что-нибудь посмертное ему дали. Вот эту информацию нам нужно узнать, проследить. Это просто нужно взять на карандаш. Да. Леонид Федорович, Михаил Васильевич, вы уже вписаны в историю Гагаузии как люди, которые много сделали для нее. Вы взяли на себя ответственность, вы показали, что мы умеем, мы можем, мы делаем. Нам, молодежи, я имею в виду и себя, и Михаила Петровича, надо брать пример с таких людей, как вы, идти рядом с вами. Но как вы считаете, почему среди нас мало таких, как вы? 28 лет прошло. Ни одно поколение сменилось. Ирина, прежде чем на этот вопрос ответить, я хотел бы напомнить всем жителям автономии, что 23 декабря был принят не один закон, а 2 закона. Вот мы все время забываем второй закон. И власть из Кишинева все делает для того, чтобы мы не упоминали этот закон. А он гласит о введении в действие закона об особом правовом статусе
Гагаузия, Гагаузия-Ри. Я чуть-чуть В раскрою. течение Так одного месяца. вот, даже тот состав, который проголосовал за этот закон, они надеялись, что автономия не состоится. То есть они шли фактически на обман нашего народа и руководителей тогдашних. Я сейчас хочу проиллюстрировать. 23 декабря закон был принят, и только с 17 января, почти через месяц, премьер-министр Сангели Андрей издает постановление, обязывающее все министерства, все ведомства пересмотреть свои законодательные акты, чтобы привести их в соответствие с принятым новым законом. И обязала Министерство юстиции внести предложение в парламент, чтобы парламент утвердил это. И дал на это 1 месяц. В течение месяца, чтобы все это было подготовлено. Проходит месяц, проходит 2, проходит 3. Здесь образованная комиссия образования о проведении референдума, в выборах в Народное собрание, в выборах Башкана Гагаузии. Тут все идет своим чередом. Только образовали руководящий состав автономии, тот же Андрей Сангели издает постановление считать утратившим постановление от 17 января. Абсолютно не внеся никаких изменений. И вот уже, Ирина, 28 лет ни одно правительство, которое приходило к власти, будь то правое, то левое, центристское, коммунисты, социалисты, неизвестно кто, никто, ни правительство, ни парламент не рассматривали выполнение этого закона о введении в действие нашего закона. Вот поэтому они сравнили наш закон, который по статусе выше других органических законов Республики Молдова. Органические законы Республики Молдова, они принимаются в парламенте голосами 50 депутатов и 1. 51 голос. А наш закон был принят 3/5, 69 голосов. Вот. Насколько выше статус нашего закона. Приравняли. Да. И Республика Молдова, проводя реформы, которые требовала и МВФ и так далее, тому подобное, оно никогда не учитывало закон об особом правовом статусе. Оно всегда учитывало их законы. И поэтому они сняли судебную власть в Гагаузской республике, когда были Табунщик и Пашалы руководителями автономии, реорганизуя МВД, Прокуроров. да, прокуроров, Да. вот, абсолютно не учли наш закон, убрали. Мы не имеем возможности что-то предпринять, даже назначить нашего прокурора. Когда проводили реорганизацию налоговой службы, вы будете, весь юг будет в Камрате и так далее. Под это красивыми словами забрали налоговую службу Гагаузии. Сейчас ни исполком, ни Народное собрание не знают, какой доход у нас, как мы работаем, что за автономия. Нигде в мире нет такой автономии, чтобы налоговую службу не иметь. Забрали. Михаил Васильевич, И так далее.
и так далее. Какой Реорганизацию почтовой службы. Забрали у нас почты, центр. Реорганизации проводят скорой помощи. Забрали скорую помощь, руководство, все и так далее. Сейчас речь идет еще о реорганизации больниц. А сейчас я попрошу Михаила Петровича, обычно очень активен в этих вопросах, сейчас рассматривается реорганизация здравоохранения. Больниц, да. Все больницы туда. Здравоохранения уже делегация министерства была, и до того поразились нашей больницей Камрадской, что какое оборудование, какая обстановка, какая чистота, какой порядок, что у нас даже в Кишиневе нет таких больниц, таких условий. То есть они под видом реорганизации, сейчас у них поставлена цель забрать центральные больницы подчинение Министерства здравоохранения. Все, мы потеряем. И больше я вам хочу это. сказать, Михаил Васильевич, я извиняюсь. И УВД сейчас, они хотят ликвидировать, чтобы мы вообще не представляли УВД. То есть идет плавное А уничтожение. УВД они уже давно. Помимо Камрадской, Чедрлунской и Волконежской больницы тоже очень хорошо и вот так вот оснащены. все структуры. С чем мы остаемся? Мы остаемся С как Башканом красочная и с депутатом картинка. Народного собрания остаемся, который нам еще принадлежит. Уважаемые Да, патриоты, да. у нас, к сожалению, почти заканчивается время. Михаил Васильевич, Леонид Федорович, если вот кратко, какой выход из ситуации вы видите? Будем надеяться на молодежь или все-таки без вас мы не справимся? Пусть вот Леонид Федорович сейчас пока. Леонид Федорович, Давай, все, Леонид Федорович. я знаю, что вы... От меня что требуется? Мы запустили большой поход Михаила Петровича в Лах и его единомышленников и наблюдаем со стороны с бинокля за его действиями. Почему? Потому что вмешиваться в каждую деталь происходящих событий в нашем возрасте неприлично, неправильно поймут, косо посмотрят. Мы можем иногда появляться на ваших некоторых митингах и так далее, и не обязательно выступить. Мы можем монетировать, монетизировать ваши действия, Михаил Мониторить, Петрович. наверное, да. вот мониторить. Да. А вмешиваться будем в самый критический момент. А самый критический момент приближается. Если считать, что цены на энергоносители подняли фантастические, и это оказалось не самым критическим моментом. На митинг не выходило много людей. Значит, что-то еще хуже должно произойти, чтобы весь народ вышел. А что еще хуже? Ну, разве что война, как у соседей, разве что еще что-то. Я не знаю, не дай бог, конечно, не желаем никому этого. Но что-то еще должно произойти, чтобы весь народ понял, что его желает уничтожить какие-то власти. Я считаю, что в этом вопросе возвращение полномочий и решение вопросов так, как мы ставили в 90-е годы, политическое соглашение с Республикой Молдова, чтобы этот закон заработал в полную силу, пока положения основные не будут заложены в Конституции Республики Молдова, пока там статус нашей автономии не будет записан, что наш закон специальный органический закон, и органические законы Республики Молдовы не могут противоречить этому закону, пока там не будет записано то, что законы, принимаемые автономией, фактически они нигде, ими не пользуются судебные системы. Пока эти законы не будут вписаны в реестр законодательства Республики Молдова, и Республика Молдова в Конституции будет запись, что охраняет и гарантирует использование этих законов на территории своей, автономной территории и так далее, и многие, и внешнее самоопределение. И там есть много кое-чего добавить. И квоту депутатов в парламенте, чтобы они
интересы не соцпартии, компартии и других, а чтобы интересы автономии там защищали с правом вето и так далее. Чтобы активно вот это надо подключать и силы и европейские, и в том числе у меня больше надежды на Республику Турция. Мы очень мало работаем. Михаил Васильевич, во-первых, они все это в Конституцию не введут, это раз. Даже если введут в Конституции, они его не исполнят. Так же, как не исполняют закон о нейтралитете Молдовы. Мы нейтрально, но подпольно помогаем одной из воюющих сторон. Поэтому надежда на то, что кто-то в Кишиневе изменит Конституцию в этом направлении, хотя Конституция как бы Воронин в свое время изменил, но не весь текст включил. Надежда эта тщетная. Единственная надежда, что в среде Гагауза появится хотя бы один лидер, уже не говоря о том, что 2-3, лидер с радикальным мышлением и с радикальными действиями. И он должен быть в качестве башкана Гагаузии. Вот этот радикальный человек. Все остальное блеф, ничто. Только радикальный башкан, если вдруг появится у нас через какое-то время, сможет ситуацию изменить. Я с вами согласен, Леонид Федорович, что от башкана и от руководителя Народного собрания зависит вот основная нагрузка вот этой работы. Но я глубоко убежден, что пока мы не поднимем, почему гагаузы недовольны? Кто знает? В Европе знает кто-нибудь? В Совете Европы? А европейцы вместе с ними заодно. Ну, пусть, но поднять эти проблемы, поднять, вот тогда легче будет руководителям потом, почему Гагауза опять тяготеет к Гагаузской республике, почему нужно расторгнуть договор политический 90-го года. И я тут считаю, что мы должны работать с Республикой Турция, чтобы вот это arka olsun Gagauzlara açan gelecek de bu zor vakit. Öyle на тарелочке золотой каемочкой bize kimseyi vermeyecek de bunu ne için biz söyledik, ben de bunu söyledim. Lazım bulma, hem biz lazım ekonomikayı koyma iyi uğra. Ben sanırım hani lazım gelsin investisiya. Ne yandan? Ruslardan gelmeyecek investisiya. Gelmeyecek. Bir 10-20 yıl gelmeyecek. İnvestisiya hep Türkiye'den burayı biz öyle lazım işleme iş adamlarından. Hani investisiya buraya gelsin. Biz koyma bizim ekonomiki особенно tarım sektörünü. Kim bunu yapacak? Yeni başkan. Yeni başkan, yeni deputatlar, Народный halk topluluğu deputatları. Onların yardımıyla biz var nasıl yapma. Hem burada da yeter, şundan sonra 3 produkt, bu büyütme, pшеница, ячмень, кукуруза немного. Все. Надо реструктуризировать сельскохозяйственное пользование. Уважаемый Аксакалов, большое вам спасибо, Михаил Васильевич. Честно, мне вообще неудобно вас перебивать. Но время эфирное подходит к концу. Я хочу пару слов еще предоставить Михаилу Петровичу в заключении. Уважаемые друзья, уважаемые жители Гагаузской автономии, в любом случае мы должны закончить эту передачу с какими-то поздравлениями. Да, действительно, то, что сказал Леонид Федорович, Михаил Васильевич, и я поддержал сегодняшний диалог, имеет место. Мы потеряли очень многое, мы находимся, как говорится, на крахе. Если посмотреть в каждую семью, в копилку каждой семьи, в холодильник каждой семьи, и как Леонид Федорович поднял вопрос о услугах, ценах на энергоресурсы, конечно, это очень все печально. Но, друзья мои, давайте мы на самом деле скажем большое спасибо нашим отцам-основателям, которые добились все же дату 23 декабря. Она была сложной, она была нелегкой. И вот сегодня у нас передачи даже не хватило, мне кажется, чтобы мы 3 человека, 3
интервьюера смогли ответить Ирины на все интересующие вопросы, не только Ирину, но и всех жителей Гагаузской автономии, всех, кто будет смотреть нас за пределами Гагаузской автономии. Поэтому я желаю всем мира, добра, благополучия, чтобы наш народ гагаузский процветал, и на самом деле, чтобы каждая семья начинала понимать, что, наверное, надо возвращаться к Гагаузской республике, чтобы мы вернули все права и полномочия, как Леонид Добров сказал, нужен холодный душ. Нужен холодный душ для того, чтобы и Запад, и Восток поняли, что здесь живет целый народ, и к этому народу надо относиться с уважением. Бяндувайдем Гепчина, Даянмак, Салык, Хемберекет. Яшасын Гагаузия, Гагаузиери и Лери. Телерадиокомпания ГРТ присоединяется к поздравлениям, которые произнес Михаил Петрович Влах. И какое это счастье, что мы имеем такой важный шанс, который носит исторический характер, а также приносит нам такую возможность слышать о том, как создавалась гагаузская автономия из первых уст тех людей, которые создавали ее. Это была программа «Обсуждаем вместе». Оставайтесь на телеканале ГРТ. До встречи.